Достар, девам етеміз мұна бөлі гүзел музыкальдақадан сон студиямызда мұсафырны қабыл етмеге азырмыз ве ашықамыз. Бүгін ғайт мерақлы бір мевзу ақында лаферсетедеміз, яғни инвестиция ве Қырым Жымқұриетінің инкишафы тамам бұ тарафлама, яғни ихтисадият тарафтан бұйырыңыз біздің сүбетімізге мұсафырны тағдым етмеге ашықамыз. Біздің студиямызда Қырым Жымқұриеті ихтисади инкишаф везірінің бірінші муавины Анушаван Агаджанян. Анушаван Аратович, доброе утро, здравствуйте. Рада вас видеть у нас в гостях. Как стало известно, совсем недавно в Республике Крым началась реализация 17 новых инвестиционных проектов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Это инвестиции в различных сферах, и туризм, и сельское хозяйство, многое другое. Расскажите нам об этих 17 проектах, в каких городах и в какие сроки они будут реализовываться. 17 проектов инвестиционных реализуется только в этом году, начнут реализация только в этом году. Из них перспективными регионами, которые инвесторы изъявили желание инвестировать, это Симферополь, Симферопольский район, Белогорский район, Ленинский район и, конечно, южный берег Крыма, это города Алушта, Ялта. Что немаловажно отметить, что инвестиции в этом году приобрели более широкий географический характер, что важно для Крыма. Прежде всего, хотелось бы отметить несколько из перечисленных инвестиционных проектов. Это прежде всего строительство экотехнопарка в Белогорском районе, то есть мусоросортировочных, мусороперерабатывающих работ в сфере трудно-бытовых отходов, коммунальных отходов. Сумма инвестиций заявленных более 400 миллионов рублей. В Черноморском районе инвестор планирует реализовать инвестиционный проект по выращиванию гидробионтов, что также немаловажно, это все-таки сфера легкой промышленности, скажем так. Также реализуются инвестиционные проекты в сфере курортов и туризма. У нас в стратегии Республики Крым отмечено 3 основные направления. Это промышленность, санаторно-курортная деятельность. И все инвестора реализуют указанный инвестиционный проект. Также реализуются инвестиционные проекты в сфере строительства. То есть, в принципе, все проекты актуальны, нужны и важны для нашей республики. Безусловно. Мы знаем, что существует справочник инвестора Республики Крым, на страницах которого можно получить исчерпывающую информацию о нашем регионе. Так кто такой потенциальный инвестор? Как правило, это коммерческая структура, бизнесмен, предприниматель, который реализует новый инвестиционный проект или расширяет свою текущую коммерческую деятельность. Мы с 2015 года организовали спецорганизацию, это Корпорация развития Республики Крым, которая встречается с инвесторами, рассказывает о регионе, более подробно, когда их интересует тот или иной проект или та или иная инвестиционная площадка. Что такое инвестиционная площадка, в 2 словах скажу, это имущественный комплекс, земельный участок, на котором инвестор планирует реализовать некое предприятие, то есть развитие, создание рабочих мест, будет, естественно, оплата налоговых поступлений, и уже в дальнейшем прорабатываются указанные взаимоотношения инвестора с исполнительными органами государственной власти, с органами местного самоуправления. Немаловажно отметить с ресурсоснабжающими организациями, так как инвестор заявляет определенные мощности по свету, газу, воде, он должен на изначальном этапе понимать, то есть реализует какие ресурсы есть на этой инвестиционной площадке и каким образом он реализует. Мы сейчас пошли дальше, сегодняшний день также строится Феодосийский индустриальный парк. Это положительная практика с других субъектов Российской Федерации. Это большая инвестиционная площадка для множества инвесторов, более 180 гектар земельного участка с подводом сетей. То есть мы готовим уже готовые площадки, и мы должны выйти на этот уровень. На сегодняшний день там ведутся строительно-монтажные работы. Надеемся, что запустим, и все будет хорошо. А большая часть инвесторов – это российские предприятия? Смотрите, контингент разный инвесторов. Также есть и зарубежные инвестора, которые реализуют инвестиционные проекты в Крыму. Безусловно, и материковые инвестора, которые расширяют свою деятельность на все субъекты Российской Федерации, в том числе и на Крым, и на Севастополь. Крым – перспективный ли регион для инвестиций? Да, мы знаем, что у нас одной из основных точек является это наш туризм, который очень привлекает инвесторов в наш регион. Какие направления сферы, помимо туризма, еще привлекают к нам? Безусловно, Крым – это отличный климат, Крым – это готовые инвестиционные площадки, поэтому инвестор, приезжая сюда, уже на начальном этапе понимает, что будет, какие последовательность каких действий он должен совершить, чтобы достигнуть результата, то есть получение дивидендов в своей коммерческой деятельности. Хотелось бы отметить, что, безусловно, на сегодняшний день очень много инвестиций в сельском хозяйстве. Могу привести пример. Это тепличный комбинат Белогорский,
на сегодняшний день уже продукция его на крымских прилавках, не только на всероссийском уровне, они представили крымскую продукцию. Объем инвестиций более 3 миллиардов на указанном инвестиционном проекте, он успешно реализуется. Также есть, приведу примеры такие, как мало кто задумывался, что комплекс «Жигуль» на Роще, который в Симферопольском районе, это инвестиционный проект, который реализуется инвестором. То есть все проезжают, знают, строится комплекс «Жигуль» на Роще. Но то, что это инвестиционный проект... Довольно-таки успешно. Довольно-таки реклама, да. Успешный инвестиционный проект. Более того, и республика, и предприниматель получили свои дивиденды. Строятся жилые комплексы, уже была передана месяца 3 назад в собственность республики квартиры, которые перешли нашим медикам, были включены в служебный фонд. То есть это Социально важный такой важный объект, да. инвестиционный проект, да, поэтому будем и дальше оказывать содействие таким инвесторам. Замечательно. Мы, в свою очередь, безусловно, желаем развития нашей республики и реализации всех задуманных проектов. Мы уверены, что, безусловно, этими 17 объектами наш Крым не ограничится. Будут новые инвесторы, новые замечательные проекты, которые будут служить только на пользу всем жителям Крыма. Спасибо, что посетили нашу студию. Желаем вам хорошего дня. Спасибо большое, хорошего дня. Сөбетіміз соңына келді, достар, ама программамыз әп девам ете. Этамам шымды невбетеки қысмымыз енді азыр, келіңіз оны сейір етейік.